my nie chcemy żyć jak Rosjanie, jak oni lubią być rabami, тогда пускайте свободу, а ми хотим свободу. Ядвіга Хмельовська – польська журналістка, правозахисниця, громадська та політична діячка. Активістка рухів «Солідарність» та «Солідарність, що бореться». Представниця радикальної позасистемної позиції у Третій Речі Посполітій, антикомуністка. На початку 90-х вперше приїхала до Криму, де познайомилася з кримськими татарами та почала тісну співпрацю з ними. Писала багато матеріалу про повернення корінного народу на батьківщину. Відтоді і досі вона великий друг кримсько-татарського народу. Ja wystupała za niezawisłość Polski. Taka była moja судьба. I Solidarność, w którym prawleniu ja była w 80-81 году, dla mnie to była борьба za niezawisłość. Potem praw sojuszów, bo to było po zabastowkach. И потом, как военное положение пришло, я убежала, и я не пошла в тюрьму, я скрывалась. 9 лет я имела розыск всегосударственный, и меня не нашли. Затем, что никто не хотел меня продать. Я имела счастье, что вокруг меня были хорошие, порядочные люди. Jak nawet nie pomagali, to nie stuczali w służbę bezpieczeństwa. No i całe время nam говорили, że to niemożliwe, żeby była niezależna Polska, bo jest большой, могучий Советский Союз. Moskwa nie dopuści, żeby my wyszli na niezależność. No i ja один раз сказала, no jak oni mieszają, тогда нужно развалить Советский Союз. И другого выхода нету. И на счастье много наций, разных наций, в целой империи подумало то же самое. И как началась перестройка, выпустили из лагерей, из тюрем бывших политзаключенных разных наций. Od Estonii do Gruzji, Azerbejdżana, tam всех nacji. I благодаря naszym kontaktom Piotra Chlebowicza z Litowcami i z Białorusią, my nawiązali kontakty dalsze. I ja nie mogła jeździć, bo ja była jeszcze w podpole. To był 87-88 rok. Mnie zniali, to razysk, list gończy, nazywa się na polskim języku, w 90 roku. Gод после jakby to demokratycznych wyborów w Polsce. No to była moskowska demokracja, 35%. I prawitelstwo, które było nieswobodne prawitelstwo. I mnie iskali jeszcze gод. Ale potem, jak ja получила paszport, ja pojechała na konferencję praw człowieka w Leningradzie. To było Wilnius, Leningrad w 90 roku, 4 сентября. I wszyscy spрашивали, kto ta żeńszczyna? No, jak uznali, że ja z Polski, i jeszcze, że ja miała всегосударственный розыск, что мне служба безопасности хотела взять в тюрьму, и меня не нашли, тогда все там из разных республик сказали, то нам она и нужна. И тогда меня пригласили в разные эти республики, которые провозглашали независимость. No, a благодаря литовцам, Antanasu Terleckasu, który już pomierł rok temu nazad, my mieli kontakty, znaczy Piotr i ja mieli kontakty z różnymi politzakljuczonymi z drugich republik.
И я еще так проверяла, что, например, как есть грузин, и эстонец, и литовец, они им говорят, что это порядочный человек, то я могу поверить. Bo ja знаю, что грузин по грузину плохо не скажет. И так в других государствах тоже так с Украиной. И так я нашла контакт с Олесем Шевченкой, который был с Киева. Он тоже многие лета был в тюрьмах, в лагерях. И так мы тоже нашли связи с крымскими Tatarami. Pieter немножко раньше там ездил, я после 90-го года. И poznali historię Kryma, a my i tak znali historię, bo historia Polski to, że wojny z krymskimi Tatarami, z Turcją, tak że i to, że my w mieście byli przeciw komu-to. Так что я знала, что Крым был свободным. Мы тоже знали, что Крым в 1917 году был независимым государством, что имел правительство, что генерал Maciej Sulkiewicz, polski, krymski Tatar, był premier-ministrem, a potem, jak Krym już wzięli bolszewiki, on był głównokomandirującym армии Азербайджана. Так что мы с historii знали много про Крым, про эти все условия, какие были. И тоже мы знали то, что в мае, 18 мая 1944 года, Rosjanie wygnali cały naród, половина погибло. A to, że my znali, że Rosjanie tak делали z Polakami na Ukrainie i na Białorusi w 1936 roku, gdzie tylko to, że kto to był Polakiem, to jego mężczyznę ubijali, a cała семья jechała na Sybir. I to, że jak wojna, Wторая мировая wojna była, jak bolszewiki, jakby to spasali zachodnią Ukrainę i Białoruś, tak spasli, że nie tylko Polaki, ale cała ukraińska i białoruska opozycja, znaczy lidery nacji, czyli inteligencja ukraińska i białoruska, to, że poszła w Sybir ili unisztarzali w тюрьмах. Tak, że jak postępuje Rosja, to my znali. Знали тоже, что не теперь там какая-то сталиновское время. Нет, Россия всегда такая была. Мы теперь в Варшаве, на левом берегу. На правом берегу есть квартал Прага. И в 1794 году, то был 18 век, царь, wyrezali Rosjanie całe naселение этой правобережной Warszawy. Тогда погибло больше, чем 20 000. Все. Женщины, мужчины, ребята, ребенки, старцы, всех. А они то сделали, Rosjanie, потому, чтобы напугать левобережную Варшаву, и чтобы она сдалась. Никогда нельзя России сдаваться. Никогда. Bo i tak pogibniesz. Tylko jeszcze będzie хуже. Niezawisłość nie jest dana raz na всегда. I to nie koszt 2 groszy i 2 kapli krwi. To нужно za taką głupość potem pogibaje całe pokolenie. I jak my uznali, że jest możliwość pojechać na Krym, тогда мы сразу поехали на Крым. И там мы видели, как Rosjanie, которые взяли эти дома татаров в 1944-м, запрещают в поворотах на Крым. И там так были самозахваты, не в точках, самозахваты.
И мы видели, как это происходило. Я там с Петром поехала с польскими паспортами как журналисты, и там испугались немножко. Но и за то отношение татаров, которые живут в Польше, в Литве уже 700 или уже приближается до 800 лет, мы их очень уважаем. Все Татары в Rzeczpospolitej имели szlachtyctwo, a потому имели, bo oni wystупали w wojnach. Oni spasali государства. У нас все, которые принимали участие в войнах, те получали szlachtyctwo. И они имели право избирать короля и местную власть. Тогда мы знали, что это очень гордый, очень мудрый народ, и что то, что он перешел, то нужно, чтобы он мог нормально вернуться в Крым. Потом в 90-м году я ехала с Петром Хлебовичем в Стамбул до польского татара, который нужен убегать был с Вильнюса в 1942 году, bo Niemcy go хотели взять в тюрьму, bo on сохранял евреи, давал им документы, что они татары тоже, только эти, Караимы. Что, они верующие и ходят в synagogу, но он не татары. И он спас много, но уже германцы видели, что то он делает, хотели его взять в тюрьму, так что он убежал. И он жил в Стамбуле, но он до конца прекрасно говорил на польском языке. И мы, как ехали, как послы от Мустафы Джемилова, мы там у него задержались, они собрали деньги, книги, разные вещи, которые нужно послать потом на Крым. Собрали деньги, мы покупили печатальную технику, которая тоже пошла на Крым. Благодарю Олелesiu Шевченку, который перебросил через границу, и на этой печатальной технике издавался Авдет. Maciej Ruszyński, который уже нету с нами, уже помер несколько лет тому назад. Он сделал там учебу, так что эта техника ходила. Мы тогда тоже привезли Коран и там разные девоциональные книги, которые нам дали. А еще была одна вещь, которую мы занялись Крымом. Selim Hazbijewicz, polski Tatar, profesor Selim Hazbijewicz z Gdańska. Он придумал, что нужно напечатать Коран на русском языке. И наша друкарня, еще подпольная в Gdańskie, Solidarności борющейся, напечатала Коран по-русски. Одна сторона была по-арабски, а вторая по-русски. И мы то развезли не только в Крым, по всех мусульманских республиках. Я теперь узнала, что, например, Джохар Дудаев тоже получил. В разных мы то развозили. Меня в Польше один профессор спросил на встречу, а почему я развозила Корана, а не Библию? Я сказала, как? Bo ja nie misjoner, я диверсант. Знаешь, как человек верит в Бога, то он не будет делать зла. И то было против московской власти, чтобы поддержать.
Azerów, Kazachów, Kirgizów, Tadżyków, всех. Żeby oni pouczyli na ruskim języku, bo wszyscy znali ruski język. No i tak było coraz bliżej Kryma, ale благодаря тому, что my znali Tatarów krymskich, którzy już 7 или 80 здесь w Rzeczpospolitej, или w Polsce, или na ziemiach Litwy, Białorusi. To благодаря im. Ja tam poznała żeńszczynę, ona тогда отвечала w Medżlisie za międzynarodowe odnoszenia. Ona żyła прямо naprotiv dworca Hana. Ona tam z mężem żyła. My jej przywieźli od Ananicza, to też był Tatar, on był dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Inostrannych Dział. I on podarił kamerę, wideokamerę. I my ją przywieźli tam właśnie w Krym. Ja już nie pamiętam, czy to było тогда, czy rańsze. Ja wstретилась z Mustafą i tam i jego żona była, jeszcze w Krymu, w Bachczysaraje. No i to, że jak my przywieźli te informacje i te materiały od Stambula, nie? Tam Jakuboglu. To Murat Jakuboglu, to pamiętam. On był głową, rukowodzicielem krymskich Tatarów w Litwie. I on miał biuro. I to biuro było dla naszych wieściej jak sztab-kwartiera. My tam czувствовали jak u siebie. Tam można było i pospać w tym biuro. No i wszystko. Тогда na torze związach krymskich Tatarów родилась эта борьба про независимость следующих республик, следующих государств. No i jeszcze jedno, że my dowierali Tatarom. Ja była w metrese i to dla mnie był szok. Jak Rosjanie z metrese, ze szkoły zdjęli tualet. Ja zrazu napisała pro to statiu. Нельзя takich wieści делать. To jest oskarbnienie jedynego Boga. Jak Mustafa występował w różnych miejscach, тогда его все Tatary słuchali. I to było widno, że do niego wszyscy odnoszą z uważeniem. Że to jest liczność, a sam maleńki, chudeńki człowiek, a большой парень, jak można сказать, swojej nacji. Да? W 2008 roku to było во время, jak Rosja uderzyła w Gruzję. To było w августе, tak? W августе miesiące. My byli w Ukrainie, tam stojali przed moskowskim poselstwem i my mówili tam pro tym, że to jest wojna. I ja tam miała встречу z dyrektorem Departamentu Inostrannych Dzieł przy prezydencie Juszczenkie. I my tam mówili, że to ugroza, bo że Gruzja i to nasz prezydent tam był i сказал, że to teraz Gruzja, potem Ukraina, Bałty, a potem może być i my, Polska. I ja im to mówię, słuchajcie, wy следующие będziecie, сделайте порядок z Krymem. Tam нужно w nasilstwie wziąć всех Tatarów z Uzbekistana, Kirgistana, хотят jechać, nie хотят, dać деньги, żeby oni wszyscy wrócili z Krym, dać im ziemię, ili doma, ili условия, żeby oni wszyscy wrócili. Jak wy nie wybrasicie Rosjan
и не вернете крымских татаров, так вы проиграете. И нужно сделать сразу два языка, украинский и татарский, чтобы хотя бы на одном языке говорили хорошо. И дать срок 2 года, 5 лет, что все знают крымский язык, а сразу сделать, что Курултай есть парламентом, а Меджлис правительством в Крыме. Я сказала жестко, что как Украина не вернет всех татаров на Крым и не даст им условия так, чтобы они имели полное самоуправление Крыма, тогда Украина потеряет Крым. Он говорит, ну что ты, але россияне, это христиане и славяне. Я говорю, как ты так думаешь, так я сразу тебе скажу, вы потеряете Крым. Все. И прошло 6 лет, и Россия взяла Крым. А теперь отвоевать оружием очень есть тяжело, и проливают кровь. А так бы было дипломатически, и все было бы в порядке. Але слушай, самое плохое, bo to, что дурак какой-то в правительстве говорит, то может быть ему так сказали. Ale tak говорили тоже обыкновенные люди. Обыкновенные люди. Они меня спрашивали, а почему я так защищаю крымских татаров? Я говорю, bo они нас никогда не продали. Я очень хотела бы, чтобы Украина выиграла, bo to nie to, что я люблю Украину. В политике не есть любовь. И нету эмоций, есть интерес. Как я люблю Польску, bo я Polka, тогда мне нужна независимая Украина. Мне она нужна. И тогда я буду все делать, чтобы помогать украинцам, bo она нужна теперь целому миру, свободная Украина. И теперь в Украине решается судьба мира. Судьба Европы и судьба мира. Крым будет свободный. Я в то верю. И в составе Украины, но он нужен иметь и свободу, чтобы там действительно правила татарская власть. И так будет стабилизация этой части. Я как слышала, что украинцы снова там, ale to раньше было, то 10 лет тому назад или больше, что они подписали договор про базę w Sewastopolu. To wy, что вы? Постучайте с голову. Зачем вам то? Te все шаги, то есть ошибки, которые идут потом в гибель. То, что потом погибают люди. Как Украина хочет быть настоящим государством и хочет иметь спокойствие в Крыму, отдаст их крымским татарам. И иметь уже спокой. Одна вещь отхвачена. Тем я не нужно заниматься. И погнать wszystkich Rosjan. Zrazu tam egzamin z ukraińskiego języka i przez 2 года z tatarskiego języka. Niech плохо говорит, но пускай говорит, да? То, что сделала Эстония, Латвия. Там экзамен было нужно сдавать. А то, что делает теперь Россия, она хочет сделать так. Нету украинской нации. Как ты не скажешь, что ты русский, тогда ты будешь уничтожен. Ну и додумайтесь, украинцы, подумайте.
A to легко узнать. Ale ja wierzę w to, że jeszcze będę jeździć w Krym oddychać, że będzie swobodny, że Mustafa или tam jego bliski сотрудник będzie prezydentem swobodnego Kryma, no w sostawie Ukrainy. Tak że niezależność, żeby udержать niezależność, wam нужна silna Ukraina.